Информационная программа «Новости» в студии Матлиба Раджаба. Добрый вечер. В городе Душанбе в формате видеоконференц-связи под председательством таджикской стороны состоялось 18-е совещание министров культуры государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. 18-е совещание министров культуры государств-членов Шанхайской организации сотрудничества состоялось в формате видеоконференции в Душанбе под председательством таджикской стороны. Обсуждены состояние и перспективы развития сотрудничества в области культуры в рамках ШОС. Состоялся обмен мнениями о выполнении соглашения между правительствами государств-членов ШОС в области культуры и договоренности прошедших совещаний министров культуры. Стороны выступили за дальнейшее развитие многосторонних и двусторонних культурных связей в рамках организации, способствующих укреплению взаимопонимания между народами, сохранению многообразия культур, взаимному уважению, распространению знаний о традициях и обычаях народов, проживающих на пространстве ШОС. Отмечена конструктивная работа экспертной рабочей группы по вопросам культурного взаимодействия в рамках ШОС. Подчеркнуто, что совещание министров культуры государств-членов ШОС дало прекрасную возможность для обмена мнениями по вопросу развития двустороннего и многостороннего культурного сотрудничества. Выражена готовность налаживать и развивать взаимодействие в области культуры с государствами-наблюдателями при ШОС и партнерами по диалогу. Под председательством таджикской стороны в режиме видеоконференц-связи прошла третья встреча глав железнодорожных администраций стран-членов Шанхайской организации сотрудничества. На третьей встрече глав железнодорожных администраций стран-членов Шанхайской организации сотрудничества, которая проходила в режиме видеоконференц-связи под председательством таджикской стороны, в начале состоялся обмен мнениями о реализации концепции сотрудничества железнодорожной администрации ШОС и плане работы встречи руководителей железнодорожной администрации Шанхайской организации сотрудничества на 2020-2022 годы. Стороны договорились усилить меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции при осуществлении международных пассажирских перевозок с целью их скорейшего восстановления. Стороны отметили, что опыт международных перевозок в рамках ШОС показал эффективность использования контейнерных поездов. Подчеркнута необходимость принятия мер по увеличению количества контейнерных поездов в международном движении. Стороны договорились разработать конкретные меры по развитию качественных, безопасных и устойчивых перевозок контейнерных поездов. Также было отмечено, что для эффективного функционирования транспортной системы государств-членов ШОС важно развивать современные транспортно-логистические центры. Стороны также договорились о необходимости принятия совместных мер по развитию интеграции железнодорожной инфраструктуры, разработке предложений по интеграции политики и стратегии развития инфраструктуры, плана по развитию технических инноваций и совместных исследований. По итогам встречи главы железнодорожных администраций государств-членов ШОС приняли соответствующие постановления по обсуждаемым вопросам. По инициативе лидера нации президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона были предприняты последовательные усилия для защиты прав граждан и обеспечения благоприятных условий жизни. Улучшение эпидемиологической ситуации в стране, достигнуты значительные результаты, что создало благоприятную среду для возобновления регулярных международных рейсов. Подробности у Зумрат Файзиевой. Агентство гражданской авиации при правительстве Республики Таджикистан заявляет, что с 27 августа регулярные международные рейсы по маршруту Душанбе-Москва-Душанбе будут увеличены с 4 до 14 рейсов в неделю. По непосредственной инициативе лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, были предприняты последовательные усилия для защиты прав граждан и обеспечения благоприятных условий жизни, улучшения эпидемиологической ситуации в стране, что создало благоприятную среду для возобновления регулярных международных рейсов. С 1 апреля текущего года возобновлены регулярные международные рейсы между столицами Республики Таджикистан и Российской Федерации с частотой 1 рейс в неделю, а также с 10 июня текущего года с частотой 1 рейс в неделю с двух сторон по маршруту Душанбе-Москва-Душанбе. В настоящее время регулярно осуществляется 4 рейса в неделю по маршруту Душанбе-Москва-Душанбе. Наряду с этим авиакомпаниям Российской Федерации разрешается перевозить посредством чартерных рейсов граждан Республики Таджикистан в Российскую Федерацию. По запросу Республики Таджикистан и принятому постановлению Российской Федерации
От 27 августа 2021 года увеличивается количество международных рейсов по маршруту Душанбе-Москва-Душанбе с 4 до 14 рейсов в неделю. Увеличение регулярных международных рейсов обеспечивает благоприятную основу для полного удовлетворения потребностей пассажиров в воздушном транспорте и снижения стоимости авиабилета. С увеличением количества регулярных международных рейсов на маршруте Душанбе-Москва-Душанбе принято решение осуществить полеты из международных аэропортов Душанбе, Худжанда и Куляба, международные аэропорты Российской Федерации, в которых восстановлены международные рейсы по одному рейсу во всех восстановленных направлениях. Следует также отметить, что с увеличением количества полетов и установлением регулярных рейсов по различным направлениям Российской Федерации стоимость авиабилета будет снижаться и станет доступной для пассажиров. В связи с этим все желающие и граждане нашей страны могут обращаться в точки по реализации авиабилетов и приобрести их по установленной цене. Зумрат Файзиева, Ахледини Карим, Максади Максат. Новости. Кампания иммунизации против COVID-19 в Таджикистане идет полным ходом. Жители страны с высокой ответственностью за охрану своего здоровья и здоровья своих близких обращаются в местные медицинские учреждения с целью вакцинации. Кампания вакцинации против коронавируса на всей территории страны проходит на высоком уровне. По состоянию на 18 августа на территории Республики Таджикистан от коронавируса COVID-19 вакцинировано 1 755 958 человек или 29,5%. В том числе более 212 тысяч граждан страны получили вторую дозу вакцины. Кампания по иммунизации населения города Душанбе выполнена на 77%. С момента вспышки COVID-19 при последовательных усилиях правительства Республики Таджикистан по защите населения от этого заболевания и практических мерах, принятых в этом направлении, в страну было импортировано 4 160 740 доз вакцины. По всему Таджикистану кампания иммунизации против COVID-19 идет полным ходом. Жители страны с чувством высокой ответственности за охрану своего здоровья и здоровья своих близких обращаются в местные медицинские учреждения и получают вакцину против болезни. Согласно решению Республиканского штаба по усилению противоэпидемических мер по предотвращению распространения инфекции COVID-19 в Республике Таджикистан, вакцинация от коронавируса является обязательной для граждан старше 18 лет. По мнению специалистов отрасли, в настоящее время вакцинация и профилактические меры, ношение медицинских защитных масок, регулярное мытье рук, соблюдение социальной дистанции являются основными средствами борьбы с распространением инфекции. Вакцина предоставляется гражданам страны на бесплатной основе. Зумрат Файзиева, Максади Максат. Новости. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами.